Бисмиллахи рахмани рахим. Продолжаем вторую часть. Вчера засняли первую часть, не успели до конца проработать и разложить ложь Халидова Денга. Вот, далее ты говоришь, мол, Денга. Не зря, видимо, дали тебе это имя. Раб денег, видимо, так. Ты говоришь, мол, у чеченцев есть комплекс неполноценности. Я записал цитаты. Из-за того, что якобы у нас нет писаной истории. Комплекс неполноценности – это удел рабов, таких как ты. Рабы безнравственные, невоспитанные, не знающие, что такое благородство, не любят свободных и благородных. А лжецы тоже не любят людей чести и правдивых. Эти все два эпитета относятся к тебе и к таким, как ты, Деньга. Вот. Неполноценность, говоришь? Чеченцы – это не такой народ. Он настолько известен и уважаемым в мире, скажу я, отодвинув в сторону немножко национальную скромность. Мы не любим выпячиваться, как некоторые. Чеченцев любят и уважают во всем мире и думают, что их около или более 100 миллионов. А когда узнают, что у нас всего 1,5 до 2 миллиона, даже не верят. Ты вот подумай сам над тем, что ты ляпнул неполноценность. Это ты неполноценные, такие как ты, и те, кто воспитали тебя. Вы и есть неполноценные рабы и холопы. Такие холопы и рабы, как ты, став в ряды русских, помогали русским, разбили имамат, убили 2 имамов своих, и 3-го имама изгнали вы вместе с русскими, твои предки, такие как ты. И после разгрома имамата в Дагестане еле спасся имам Шамиль с 5-6 своими соратниками, да с ребенком на спине своим, с пацаном маленьким. Пришли они к чеченцам, к свободным, борющимся за свою свободу. Вот, и ты говоришь, нету писанной истории, неполноценность. Неполноценность такой не бывает у такого народа, как чеченцы. У тебя и таких, как ты, у вас жаба давит, завистливая, низкая, никчемная, и ты этим себя выдал. Я получил сегодня после первой части, которую я залил в YouTube, твое извинение получил я сразу. Ничего. Этим ты не отделаешься, и ты такие, как ты. Ты решил перепрыгнуть с западной стороны собак, которые натравили на нас в команде в лице Дона Абадиева. Ты решил его перепрыгнуть. Но вам придется за это скорбеть. Придет тот день. Отвечать придется. В судный день вы и так не верите, но на этом свете вы ответите, иншаллах. Я это не говорю, что ты чего-то стоишь, отвечая. Я отвечаю тем, кто это слушает, и нашим потомкам, чтобы знали, что, как есть на самом деле, кто чего стоит. Вот это наша цель, чтобы разложить твою гниль и ложь, Деньга. И таких, как ты ссылаешься, ссылку нашел он какую, да? Тоже глупо. На Амину Тахнаева он ссылается. Да его сами дагестанцы обсмеивают, его писанину. Историческую якобы. Вы из одной обоймы, это твоя сестра, поэтому ты ссылаешься на нее, больше ссылки нет. Ты бы ссылался лучше на Марьям Ибрагимовой, дагестанка, тоже написала хорошую книгу. Мастер своего дела. Историк. Почитай его. Нет, ты не цитируешь ее. Или почему не цитируешь Карахи, личного писателя имама Шамиля? Ты его тоже не цитируешь, а цитируешь барзаписцу
со своей командой холопской, Амину Тахнаеву. Это смешно, да и сам ты смешон во всем, о чем ты выдал себя и свое грязное, гнилое нутро. И теперь извиняешься. Словами так это не разбрасывайте, словами так это не проходит. Не заладишь это так легко. Не писано истории. Ученцев вся жизнь история. Если даже не говорить о далеких, древних временах, как Урарту и Шумеры, предки, прямые предки нынешних ногчей чеченцев, это доказывают, говорят не чеченцы, а говорят из востока, из запада, из севера ученые с мировым именем. Эту истории. Историю нашу как сжигали, ты хорошо, прекрасно знаешь. Когда нас выселяли в 1944 году, сперва выносили наши тяптары, наши манускрипты. Сперва еще не выслали людей, их клали на пол, знали, где они находились, и вывозили нашу письменность. И около месяца горой сжигали в центре Грозного эти наши письмена старые, исторические, у которых было в каждом семье, а семьи у нас семиступенчатые, до седьмого предка. И в каждой семье были эти письма исторические, передавались с поколения в поколение. Помимо этого, есть устная история чеченцев, которую рассказывают нам наши старцы. Это вторая форма сохранения истории, так как первая может потеряться, или испортиться, или украсть могут, как это сделали русские. Поэтому параллельно с ним сохранили историю устной передачи. Об этом многие писали, что у чеченцев очень тщательно бережется история в устной передаче. Это специальный метод у чеченцев, чтобы ты знал. А рассказы наших предков для нас это тоже святое. После религии, конечно. Потому что кто может лучше нас самих знать, кроме нас самих в лице наших мудрых старцев? Никто со стороны. Так же, как и любой другой народ, не может знать никто со стороны, как он сам себя знает изнутри. Это тоже такой закон жизни. Поэтому слова и рассказы наших старцев для нас святы. И вы это хорошо знаете. Вы знаете это превосходство, и поэтому жаба давит. Гнилая, завистливая, рабско-трусливая. В этом вопросе я имею в виду превосходство, сохранение истории, сохранение уважения к старцам, в противостоянии оккупанту Кавказа. Ногчи всегда были в авангарде. Это тоже знает мир, и вы в том числе. Мы этим не хвастаемся, не чикаемся, не выпячиваем себя. И за это нас уважают во всем мире. Это милость Аллаха, Господа миров, по отношению к нашему народу, что нам позволил быть такими и сделать это причиной, чтобы нас знали и уважали, как 100-миллионного народа в мире. Вот мы в Европе здесь, сразу нас узнают все, даже африканцы, не то что европейцы или арабы, турки. Вот. А твои дагестанцы, как и другие кавказцы, записались здесь чеченцами почему-то. Почему не записались дагестанцами? А? Если мы такие плохие ультранационалисты, все они записались чеченцами и нам гадят. Записались они нашим именем. А воруют, занимаются вашими делами, а все это идет в нашу копилку. И пишут газеты, и полиция отмечают чеченцы. Они не чеченцы. И я не раз говорил, что надо было их выявлять, которые записались под нами и гадят наше будущее и наше имя. Почему-то мы не записались твоими дагестанцами или другими. Ни один чеченец не записался другим.
под другим именем народ. Потому что чеченцев уважают и принимают с объятиями. А не вас и на таких, как ты. У нас многое есть что сказать. Вот наша история. 5-6 тысячелетней истории он имеет чеченский народ. Говорить голословно это ничего не стоит, чего ты изволил себе. Далее говорит, что Байсангура не было в Гунибе. Я тебе сказал ссылку, кого надо почитать. Даже русские описывают участие и уход Гуниба, Байсангура. А было как, я приведу один пример, как они уходили. Ты говоришь, они хотели в Чечне воевать, чеченцы, поэтому Шамиль якобы ушел в Гуниб. Было последнее заседание в Чечне, в Биное. Биной был в то время последний оплот свободы, когда захватили русские весь Кавказ, Чечню. И последний вот этот клочок земли Бинойской было заседание Меджлис-Шуры Шамиля из дагестанских алимов. И там присутствовал, естественно, как хозяин местности Байсангур и еще один чеченец Наиб. Я его не помню. Узнать несложно. И вот, когда Шамиль изъявил желание уйти в Гуниб, Дагестан, Байсангур Биноевский возразил, зачем мы уходим туда? И я тебе задаю вопрос, почему Шамиль решил уйти в Дагестан, а не воевать здесь, где он воевал до сих пор 20 лет, где жил, и имамат его был в Чечне? И это сказал Байсангур, что нам нету места воевать в Чечне, где мы до сих пор воюем. Все селения, вся Чечня сожжена, лежит в руинах, в пепеле, сказал Байсангур. И тогда присутствующие на этом заседании Меджлисы выскочили двое дагестанских алимов против, из-за того, чтобы Байсангур выступил против Шамиля, они выступили теперь против Байсангура. Они сказали, имам, видимо, Байсангур тоже хочет перейти к русским. Представьте себе наглость. Или не хочет воевать. Как привел двух наибов. Дубай еще один какой-то. Забыл я его. Садулла, по-моему, да. Эти два перешли на сторону русских. Уже это в конце. Из-за недовольств действий Шамиля в основном. Эти два дагестанских алима упрекнули Байсангура на этом заседании в Биное. Тогда Байсангур стал на единственную ногу и единственным глазом, как молния, посмотрел на этих двух и сказал твердым словом, вы забыли, где вы сидите и где вы находитесь. Это во-первых. Вы мои гости, я пощажу вас. А во-вторых, я не брошу имама в трудную минуту, чтобы потомки не говорили об этом, что Байсангур Биноевский тоже бросил Шамиля в трудную минуту. Я туда приеду раньше вас, в Гуниб, со своим отрядом, со своими воинами. И вы идите. Но тебя, Шамиль, он сказал, вот подобно этим, сидящим здесь, как только твоя нога ступит в Дагестан, они тебя свяжут и сдадут русским, приводя пример, как такого-то. И вот на этом, после этого так и случилось. Как только Шамиль переступил порог Чечни и пределы Дагестана, где правят русские и их холопы, как ты, деньга, услуживая им тысячами, ограбили Шамиля, караван его, хотя в Чечню он прибыл на своих ногах, уходил с караваном. Говорите за этих двух наибов, которые перешли туда, а не говорите о десятках,
самых лучших воинов, лучших конахов чеченских, наибов, десятки, если не сотня. Наибы только я говорю. Самые известные, уважаемые чеченским народом, они все погибли на Газавате, пали. О них вы не говорите. А нет, из дегтя вырываете деготь из бочки меда. И этим, как будто у вас этих нет, этих предателей, этих перешедших на них сторону этих самых наибов. Так что гниль ваша перехлестывает иногда. И приходится эмоционально говорить и отвечать. Поневольно. Доказательства у него, Тахнаева. Смешно это просто, смешно. Далее ты говоришь, что чеченцы говорят, пишут, переделывают карты. Во-первых, у чеченцев нету возможности переделывать такие карты такого масштаба, тем более, когда были высылки. В 1952 или 1904 году, когда мы были в высылке, уже русские думали, что мы больше никогда не вернемся, и дагестанцы, которые живут в наших домах, тоже думали, что мы никогда не вернемся, и решили напечатать историческую карту правдивую. Эта карта, жаль, что сейчас нет у меня под рукой показать, в компьютере она имеется. Вы говорите, что эту карту сделали чеченцы. Как они могли? Мы были в высылке. Это сделано, написано, где это сделано. Печать СССР. А тем не менее, чтобы не принять этот факт, вы нагло говорите, что это якобы чеченцы сделали. Какая гнусная, смешная ложь. Исходит от вас таких гнусных и смешных. На этой карте до Дербента вся Чечня, с Каспией и до Кабарды. Нету там больше никого, ни одного народа. Написано только чеченцы. А карта от 16 века. От 16 века. Написано, сделанное в 1954 году. Москвой. Типографии там, политиздат Москва. И говорит, не надо им давать уступок в земельных, говоришь ты в этом своем пасквиле. Мы никогда на чужое не зарились, но свое знаем. Мы знаем, как, и вы знаете, история знаете, русские писали об этом. Как сначала Петр I истребил по Каспию чеченские селения, которого, конечно, разбили чеченцы вместе с кумыком, объединившись, и прогнали его с позором, где он около 2 недель в камышах ждал спасения после бегства, и разбили его войско. Сначала он в 1722 году, потом через 96 лет вот это нелюдь, нечисть кровопийца Ермолов уже от остатков чеченцев очистил эти места прикаспийские. Сулак, до Сулака чеченские земли минимум. И это знаете и вы, и мы, история, и на картах, и в описаниях кавказских. Много это все описано. И ты говоришь, не надо это уступать. Ты бы лучше сказал, если бы ты был бы человеком, я говорю, ты не мусульманин, я не считаю тебя мусульманином. Ты был бы человеком с достоинством, ты сказал бы, отдайте людям свои дома. Тысячи и тысячи чеченцев не могут вернуться в дома своих отцов, в очаги своих отцов. Вы до сих пор там проживаете. Не все, а те, кто проживает, я говорю. Так же, как и в Ингушетии. Живете в чужом. Нагло. Не боясь своего Создателя. И вы хотите еще нас чем-то упрекнуть, а свою перекинуть на нас свою вину.
Да, легко чеченцев обвинять и натравить на народы, разношерстные народы Дагестана, между которыми есть огромные трещины и разногласия. И ты хочешь этим натравить их всех на чеченцев и объединить на этом, как это русские делают. Или делают другие наши враги, с другой стороны, скажем. Но этот номер у тебя не прошел и не пройдет. И слава Богу, альхамдулиллах, Аллах вас выявляет. Аллах говорит вам, вы хитрите, и я хитер. Кто лучше и сильнее меня в хитрости? Альхамдулиллах. От неписанной истории, говорит он, фантазеры, никаких уступок земельных. Какая ненависть, а какое лицемерие. Я же говорю, ты 3 года ошивался у нас. Все выявлял мысли, стремления чеченцев. И все это передавал нашим врагам. Вот для чего ты присутствовал на всех наших форумах до войны. А после войны сразу ты снял маску. После начала войны. Мы тебя выявили еще тогда, лет 24 назад. И сегодня ты вырос, да? Академиком он стал, понимаешь? Главой. Это советник главы Дагестана. Да грош тебя и твоим регалиям. Халуйским, лакейским. Так же, как и твоим словам. Больше на тебя слов нет. Так что наши земли это по Сулаку и выходом с моря, с острова Чечен еще сохранилось название острова. Аж до Астрахани. Это чеченские земли, где описывают русские. Вот что я решил сказать и разложить тебя и довести это до молодых. Благодарю всех за внимание. На этом я закончу это. До свидания. Желаю всего доброго всем людям, доброй воли, благородства и чести. И всем муминам. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.